Туризм, спорт и стремление к межнациональному взаимодействию слились воедино в одной только идее, рассказывает Адам Аздоев. Автор проекта «Велопробег» и один из победителей Северокавказского грантового конкурса среди некоммерческих организаций учится в Астраханском государственном техническом университете. Именно там у него и зародилась мысль о привлечении активной и современной молодежи к горной Ингушетии с ее древней архитектурой. Суть проекта заключается в том, что ребята едут с наших старых башен до новой башни, от башни до башни, скажем так. Протяженность маршрута около 72 километров. И решили привлечь посредством непосредственно велопробега участников соседних республик и участников нашей республики, чтобы они совместно преодолели эту дистанцию и как бы сплотились. Начиная с 2017 года Адам Аздоев разрабатывал и защищал свои идеи, вносил коррективы и, как он рассказывает сам, доводил до ума. И вот в прошлом году проект Адама на форуме Машук высоко оценили и конкурсанты, и эксперты. Пройдя отбор по 7 критериям, его идея завоевала свое право на реализацию. Спортивно-туристический марафон он намерен провести уже в августе. А на вопрос, что необходимо сделать для того, чтобы выиграл именно мой проект, отвечает охотно. Во-первых, нужно, чтобы твой проект был именно твоим, в плане того, что как-то эта идея родилась у тебя, раскачал эту идею ты. Короче, ты участвовал в этом проекте всегда и непосредственно. И когда болеешь этим проектом, это, знаешь, сразу эксперты это видят. Даже мы, участники, друг у друга видим, твой это проект в плане того, что как бы горишь ты им или нет. Лом Али Бисаев – автор сотни юмористических вайн-роликов, завоевавший популярность среди молодежи. Воссоздавая на экране жизненные и семейные бытовые ситуации исключительно в комедийном жанре, он вместе со своей командой КВНчиков за сравнительно короткое время сумел привлечь внимание тысячи ценителей тонкого юмора, в глазах которых сам Лом Али запомнился как детектив Калцон. В это же время детектив Калцон незаметно проникает в дом. Вот можете вот здесь вот расписаться? Скрывает двери. Заходит, видит собаку, ликвидирует собаку, заходит в кабинет, вставляет устройство, перекидывает всю информацию и незаметно выходит. И вот здесь вот пункт о неразглашении. Команда Лом Али защищала свой проект Республиканской лиги КВН, и, как рассказывает конкурсант, экспертов удивила оригинальность самой идеи, суть которой заключается в воссоздании абсурдных ситуаций, или по-другому образы и игра героев в серьезной атмосфере и плавные переходы из комического жанра в интеллектуальный юмор. Проект Лом Али выиграл, но реализовать его пока не представлялось возможным из-за пандемии коронавируса и объявленного режима самоизоляции. Сейчас нового учебного года начнем работу, уже есть команды, с которыми мы работали и организовали турниры раньше. Это турниры, мы провели 2 турнира среди школьников и среди студентов СУЗов и ВУЗа. И есть команды уже, которые сформировались, с которыми мы работали, обучали. Ну, из-за того, что много ребят уже выпустилось, придется собирать новые команды и заново их обучать и проводить новые турниры. Также Лом Али рассказал подробно, из чего состоит сам проект. В лиге мы планируем обучать ребят, как писать шутки, как строить материал, как писать темы, как писать сценарии в соответствии с драматургией, как делать конфликт в команде и как с этого строить шутки, из чего шутка состоит, какие виды существуют. И поэтому, не зная вот эти азы, ребятам очень сложно. Здесь в неформальной обстановке собрались грантополучатели как среди некоммерческих организаций, так и физических лиц. Все они участники Северокавказского молодежного заочного грантового конкурса среди НКО. Подобные встречи стали уже ежегодной традицией. Именно здесь мы хотим с ними встретиться уже в системе оффлайн, для того, чтобы понять, как они будут реализовывать свои проекты, какую помощь им можно оказать как Комитет по делам молодежи, так и правительство и другие структуры. Здесь у нас приглашены основные грантополучатели этого года, которые будут реализовывать крупные социально ориентированные проекты на территории Ингушетии. Напомню, с февраля по март Ингушетию представляли 15 человек только среди представителей некоммерческих организаций. Каждый из них полон креативных идей, которые нужно по достоинству оценить и дать возможность со временем притворить в жизнь. А желание работать у этих активистов в избытке. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Магомед Шаухалов, Новости 24.